Кыргызстан всегда был лабораторией, если вы помните, со времен Акаева мы всегда были лабораторией. Помните, из рублевого пространства первым вышли, мы объявились витриной демократии, взяли $1 миллиард Запада, да, для того, чтобы распространять эту демократию. Такое образцовое государство. У кого взяли $1 миллиард? У американцев. $1 миллиард. В сумме за многие вещи. Не, вот да, витрина демократии, под витрину демократии, Олбрайт еще в то время, они выделили $1 миллиард. Но от этого еще со времен Акаева это $1 миллиард, оно сыграло только на ту свободу слова, которую мы сейчас имеем. Все остальное, оно рассосалось по кланам, по этим, как бы ее абсорбировала наша элита в своих этих, под свои нужды. То же самое и Грузия. Вы же помните, они получили от Запада тоже деньги. И Саакашвили провел реформы, довольно-таки эффектные реформы. Вот. Степ-бай-степ. Это создание образца и транслирование его. Другое дело, что в Азии это не срабатывает. И вот сейчас мы опять, мне кажется, являемся некоторой лабораторной площадкой, где отрабатывается вот такой инженерный подход. И, скажем, наши аналитики, сидящие в государственных органах, они не совсем адекватно понимают, с каким материалом сейчас имеют дело. Очень интересные митинги прошли. Вот теперь уже в прошлом году, осенью, реакция. Причем, знаете, очень хорошо организованная. Мне понравились эти плакаты. Они очень бьют в точку, все эти плакаты, все. И самое интересное для меня, как политолога, было то, что эти митинги в основном собирались по флешмобу. Понимаете, там не было никакого штаба, как бы волеизъявления молодежи, желание бороться с коррупцией. Это называется бесструктурное управление. Понимаете, когда нет никакого штаба, и когда люди собираются по флешмобу и выражают свое мнение. Но бесструктурное управление – это тоже управление, это инженерный подход, это совершенно новый подход. И вот я думаю, что в этой ситуации, после этих 2 митингов, власть тоже озадачена, и, вот, скажем, арест Джеймбекова, Равшана Джеймбекова, там, и другие, скажем, попытка... Назначение послами, да, убрать некоторых медийных таких крупных фигур, которые могут раскачать. Мне кажется, это растерянность власти перед новыми вызовами, перед новыми, знаете, технологиями, потому что... Мы это видели на Украине, мы это видели в Ереване, мы это видели в Тбилиси, когда бесструктурное управление, и нет штаба, нет именно лиц, которые бы это организовывали, на которых можно было бы фокусироваться и которых можно было бы нейтрализовать. Поэтому сейчас, я думаю, власть осмысливает и пытается каким-то образом убрать ключевые фигуры, но это не поможет, потому что это совершенно новые технологии. И я не исключаю, да, что в ближайшее время, как чуть-чуть потеплеет, у нас всегда начинаются митинги, март, апрель, возможно возобновление, и мы будем иметь дело с новыми технологиями, которые обкатывались, как я сказал, на Украине, в Армении, до этого в Тбилиси.